Понятие «доброволец» в России стало синонимом проявления высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь призыва на службу. 5 декабря в России отмечается День добровольца, волонтера. В этот знаменательный день в Центральной районной библиотеке прошла встреча волонтеров с заместителем главы администрации по социальным вопросам Рамилем Хайретдиновым и председателем комитета по молодежной политике и спорту Иршатом Фасхиевым. Добровольческая деятельность набирает обороты повсеместно, становится все более популярной и массовой. В этот день 18 волонтеров были награждены благодарственными письмами от Государственного комитета по молодежной политике Республики Башкортостан за отзывчивость и бескорыстную добровольческую помощь, а также от администрации района за вклад в проведение значимых событий на территории Республики Башкортостан. Госкомитета по молодежной политике от имени волонтерского штаба Республики Башкортостан, от имени администрации района. И от себя лично я хочу вам выразить слова благодарности за вашу работу. Именно эта работа проявилась активно именно в первую волну коронавирусной инфекции, когда на самом деле на самоизоляцию отправили наших пожилых граждан 65+. Тогда реально в каждом сельском поселении с заведующими клубами, библиотекари, специалисты по делам молодежи или налоговый инспектор, каждый помогал пожилому человеку. Эта работа сегодня тоже актуальна. Я вас хочу поблагодарить за вашу работу. Я думаю, в дальнейшем мы также дальше будем вместе работать и помогать тем, кто в этом сегодня нуждается. Всех с праздником, здоровья, благ, всего хорошего. Спасибо. Особенно большую ответственность добровольцы взяли на себя после начала пандемии. Многие помогали врачам в красных зонах, оказывали поддержку пожилым людям, доставляли им продукты и лекарства. В нашем районе волонтеры есть во многих структурах. Это волонтеры культуры, волонтеры-школьники, волонтеры-медики. Волонтеры есть и во всех сельских поселениях, в администрации, в библиотеках. Их всех объединяют добрые дела, стремление помогать бескорыстно по велению сердца. Это то, что делает наш народ сплоченным и сильным. С начала 2016 года в Комитете по молодежной политике и спорту активно работает волонтерское движение по 2 направлениям – волонтеры за здоровый образ жизни и волонтеры Победы. Одним из основных направлений работы движения «Волонтеры Победы» является шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В период пандемии в комитете создали оперативный волонтерский штаб и волонтерский штаб «Наша забота» совместно с партией «Единая Россия». Волонтеры комитета совместно с волонтерами культуры, обществом «Добро», Центром семьи и индивидуальными предпринимателями оказывают помощь пожилым и маломобильным людям по доставке продуктов питания, лекарств, оплате коммунальных услуг, обеспечению транспорта. Помощь ближнего – главная надежда любого человека. Бездушие и бессердечность убивают мир человеческих отношений. Спасибо вам, волонтеры, за ваше подаренное другим время, за ваш труд и радушие. Пусть ваш пример будет показателен для всех. Ваше сердце никогда не станет пустым на чувства, а ваша жизненная энергия не угаснет. Благородство ваше не знает границ. С днем волонтера вас!